Такое важное решение для Таджикистана, за это чиновников можно похвалить. По поручению исполняющего обязанности главы Хатлонской области Давлатали Саида в городе Бахтар ввели запрет на строительство высотных домов между старыми советскими многоэтажками. Их теперь указано строить на окраинах города. Об этом сообщил первый заместитель главы области Аманулло Салимзада журналистам на пресс-конференции еще 14 февраля. Когда чиновник не стал комментировать подробности запрета, и корреспонденты решили обратиться к исполняющему обязанности мэра Бахтара Файзулло Барадзада. Он подтвердил данную информацию и сообщил, что по поручению Давлатали Саида отныне будут отменены все решения по выделению земельных участков под строительство новых домов среди старых многоэтажек. Это решение не касается недостроенных объектов, отметил он. Мы собрали предпринимателей и руководителей строительных компаний и обсудили этот вопрос. На основе генплана города мы предложили им строить высотки только на центральных улицах. В первую очередь на проспекте Вагдат в районе автотрассы Душанбе-Бахтар. Там много объектов, которые долгие годы не работают. Несколько автозаправок. Также там находятся жилые бараки. Компании должны договориться с собственниками этих объектов о компенсации имущества и после могут начать строить, рассказал мэр Бахтара детали переговоров со строительными компаниями. Также он допустил, что высотки можно возводить по улице Садриддина-Айни, что также не противоречит генплану административного центра Хатлона. Там тоже можно строить на месте старых жилых бараков и двухэтажек хрущевок, которые по генплану попадают под снос. И в этом случае строительные компании на основе двустороннего соглашения должны компенсировать собственникам жилья, добавил глава города. Фазулло Барадзада сообщил, что все проекты по строительству новых жилых высотных домов должны получить одобрение главы области. Кроме того, он напомнил, что строительные компании должны выполнять все требования градостроительства, в том числе возводить автостоянки, детские площадки и другую инфраструктуру. Рабочая группа администрации города сейчас проводит ревизию. Мы планируем отменить выданные ранее главой города решение о выделении земель в жилых кварталах среди старых многоэтажек, там, где еще не начали строительные работы, подчеркнул мэр Бахтара. Также, по его словам, планируется строительство ряда детских площадок, которых почти не осталось, ведь город должен выглядеть как город. Отметим, что исполняющий обязанности председателя Хатлонской области Давлатали Саид после назначения на этот пост выразил недовольство обликом города Бахтар как административного центра Хатлона. Он поручил своим заместителям и главе Бахтара в кратчайшие сроки навести порядок в городе. Некоторые эксперты говорят, что такое решение принято из-за случившегося землетрясения в Турции и в случае землетрясения в Бахтаре, чтобы новые высотки не упали на маленькие хрущевки и не похоронили под своими обломками местных жителей. А в принципе, как вы относитесь к этой ситуации? Как вы думаете, почему такое решение принято? Или, возможно, вы считаете его плохим? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!